Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 27 апреля 2025 года, 16 часов по Берлину, 18 по городу Джахару. Я вас всех, друзья, приветствую сердечно. Так. Все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть безопасно, друзья. Смотрите на здоровье. Все остальные присоединяйтесь. Сегодняшний свой стрим я назвал «Путин водит Трампа за нос». Об этом и многом другом давайте поговорим. Но, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских оккупантов. Спасибо, Лаура, спасибо. Тода раба. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1030 бандитов российских, 8 танков уничтожено, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 114 БПЛА сбито, 136 автомобильной техники и цистерны. Уничтожено. С чем я вас всех и поздравляю. Потери, конечно же, не рекордные, но 1030 бандитов – это очень много. Даже один бандит, если он обезврежен, это большое достижение. А если их 1030, то это тоже очень много. Знаете, я иногда думаю об этих людях, которые идут туда за деньги, которых просто как расходный материал отправляют. Я думал, я знаю россиян, русских, и для меня просто необъяснимо то, что происходит. Просто необъяснимо. Как так можно себя не уважать, вообще ничего из себя не представлять, и за что, самое главное, воюют? Ну, понятно, за деньги идут. Там вначале были какие-то патриоты. Сейчас, причем самые лохи в этой истории, русские патриоты. Самые сильно лоханувшиеся. Они были верными псами ФСБ. Ну, в ФСБ они как бы и входили, и входят. Псами этого режима, и военные, и ФСБшники, и просто полезные товарищи. И ну просто необъяснимо, как эти люди дошли до такого состояния. Неужели вообще они не понимают, что происходит? Как-то так, друзья. Так, wie geht's gut, Зона? Danke. Давайте почитаем ваши комментарии. Смотрю здесь Валейк Салам, Поситрон. Валейк Салам, Шаране. Guten Tag, Ярослан Арцуев. Bruder, wie geht's? Ist dir gut? Danke. Danke. Und dir auch, Bruder? Так. Что я еще хотел? Наш сегодняшний стрим, как я сказал, называется «Путин водит Трампа за нос». И об этом сказал сам Дональд Трамп, когда после встречи с Зеленским он опубликовал в своей социальной сети пост на эту тему, где он сказал, что вероятно, возможно, Путин не хочет окончания войны. Вы, наверное, все скажете, спасибо, Лаура, большое спасибо. Вы, наверное, скажете, ну, да, это мы все понимали, и так далее, и так далее. Как бы и мы об этом говорили, и вы это понимали. Но дело в том, что
есть подводные камни, о которых мы не знаем. Мы не знаем. Видимо, что-то Путин давал, как-то уступал и втягивал Трампа, Америку в переговорный процесс. Ведь мы все помним, как Путин практически умолял, да, и так, и сяк говорил, давайте переговоры, мы готовы разговаривать там, и так далее, и так далее. И вот когда начали разговаривать, начал вилять хвостом. Поэтому терпение, скорее всего, уже заканчивается, либо уже просто уже бессмысленно делать эти переговоры или пытаться говорить об этих переговорах. И если сейчас Россия и Путин не пойдет на уступки, то я думаю, что на них обрушится Божий жезл, ну, Божья кара. Посмотрим. Давайте будем наблюдать и посмотрим, да. Так, Настя, салам алейкум. Алейк салам, Настя, приветствую. Супер, все хорошо, спасибо. Как у тебя дела? Так. Так. И вот давайте. У Путина, сказал Трамп, Трамп раскритиковал Путина за обстрелы гражданских объектов в Украине. У Путина не было никаких причин выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние дни. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто вводит меня за нос, написал президент США в своей соцсети Truth Social. Также, по словам Дональда Трампа, это наводит его на мысль, что с Путиным нужно бороться по-другому, с помощью банковских и вторичных санкций. Кроме того, в том же посте Трамп осудил западные СМИ, которые, по его мнению, раскритикуют даже самую великую сделку, и написал, что он пытается прибрать беспорядок, который оставили Обама и Байден. Этот пост он опубликовал после встречи с Зеленским. И нужно признать, авторитет Зеленского пока силен на Западе. И в Америке. И я тут нашел одну интересную цитату из мемуаров бывшего президента США Барака Обамы. Отношения Америки с Россией в книге. Давайте я ее полностью прочитаю, это очень интересно. «Я не могу понять русский характер», говорит Обама. «Я много раз встречался с русскими политиками. Русский нагло лжет и смотрит в твои глаза и знает, что ты видишь эту ложь, и ему совсем не стыдно. Ложь – это именно то, что преследует повсюду российскую власть. На всех встречах с российскими политиками у меня сложилось впечатление, что всем им был важен только монолог, а твои замечания или возражения вообще не интересны. И тебе в лучшем случае дают сказать пару слов на камеру. С глазу на глаз я только слушал тех, с кем встречался. Едва успевал поздороваться и начать что-то говорить, как тут же начинался нескончаемый монолог, в которых подробно и жестко излагались все претензии к США и недовольство с разных сторон. Российские политики мне напоминали людей, которые когда-то заправляли чикагской мафией в период Великой депрессии в Америке. Будучи президентом США и имея дело с политиками разного уровня в России, я понимал, что мне приходится общаться не с высокообразованными людьми, а воспитанными улицей, жестокими, лишенных любых сантиментов типов, узколобых, которые никогда не выходили за рамки своего ограниченного опыта и которые всегда расценивали крышу, взятки, шантаж, обман
и периодически возникавшее насилие как законные методы своей деятельности. Дипломатический язык для русских политиков вообще не существует. Есть прижимание к стенке и язык своих понятий. Мне кажется, вернее, у меня есть уверенность, что русские вообще не знают, что такое позор. Ну, могу сказать, что Барак Обама очень проницательный человек. Так, у меня тоже все хорошо, слава Украине. Героям слава, Настя, героям слава. Так. Муса, Лёма, damaya комментарий. Мне так нравится, когда вас интересует мой внешний вид, мой волосяной покров, борода, усы, бакенбарды, волосы на голове, брови мои. Спасибо вам, что так заботитесь обо мне. Лёма Мусаев, спасибо тебе. Надеюсь, я больше тебя не услышу. Так, далее, друзья. Также я сегодня хотел бы сказать об очень таком показательном убийстве, которое вы все, наверное, помните. Убийство зэка, бывшего вагнеровца Евгения Нужина. Завербовавшись в ЧВК «Вагнер», добровольно отправился на войну, но 4 сентября 2022 года сдался в ВСУ. Журналист или пропагандист, или коллаборант, я не знаю, как его назвать, Юрий Бутусов 15 сентября 2022 года опубликовал интервью с ним, сделав Нужина публичной фигурой и мишенью. В начале ноября 2022 года Нужина передали России в рамках обмена пленных. Михаил Подоляк 12 ноября 2022 года заявил, что Нужин сам согласился на обмен, что является ложью, маскирующей вероломство. ЧВК «Вагнер» – личный инструмент Путина. Обвинила Нужина в измене и 12 ноября 2022 года публично казнила его ударом кувалды по голове, выложив видео в сеть. Эта жестокая расправа стала сигналом. После нее ни один вагнеровец не сдавался в плен. Действия Бутусова, Подоляка и тех, кто выдал Евгения Нужина, нанесли ущерб Украине и сыграли на руку Кремлю, лично Путину. Про человеческую жизнь, про мораль, про нравственность я даже не буду говорить, потому что когда я такие вещи говорю, мне некоторые украинцы пишут: да вот они наших убивают и так далее, и так далее. Хорошо. Если не жалко человеческую жизнь, если не жалко человека, который добровольно сдался, я не знаю по какой причине, может он просто из тюрьмы хотел сбежать, не хотел воевать, хотя он Бутусову говорил, что он не хочет воевать за Путина, а готов воевать за Украину. Ведь его можно было использовать на войне, правильно? Либо просто оставить человека в покое, раз уже сдался, для него война закончилась. Но поступили вот так вероломно, вот так подло и коварно. Этот случай можно было бы считать единичным случаем. И мне некоторые в комментариях писали под этим видео и под постом, где я это опубликовал, что вот, там он добровольно. Ничего подобного. Когда он лежал на шлакоблоке, привязанный скотчем головой, он сказал, что он гулял по Киеву, его ударили по голове, похитили. И вот он оказался в руках своих бывших коллег. Но военнопленные не гуляют по Киеву. И если его похищают, то как это нужно сделать? Это супер спецоперация должна быть. Да, если не гуляющего. Ну и, конечно же, после того, как Подоляк сказал, что он сам согласился, все вот эти слова, которые говорил сам Евгений Нужин,
теряют всякий смысл. Под угрозой удара кувалдой по голове, много можно сказать. Вот такая вот подлость была. Но она была не только по отношению к Нужину. Да? Ну ладно, ничего не стоит человеческая жизнь, ничего не стоит мораль, нравственность. Но и там кого-то обменяли на Нужина. Я полагаю, что не столько обменяли, сколько заплатили. А ЧВК «Вагнер» — это путинская банда. И эта путинская банда, фактически услугу Путину оказали. Представьте себе. И об этом нам говорит и Бутусов, и Подоляк. Просто задумайтесь над этой ситуацией. Многим украинцам трудно будет это понять. Некоторые вещи, воюют, там медали, там политики, власть и так далее. Я как чеченец, я вам скажу, что мы такое видели. И нас этим уже не удивишь, что у кого-то медали, что он где-то воюет, там получает ранения и так далее. Допустим, обменяли в рамках обмена, говорил Подоляк. Допустим, на двоих обменяли одного Нужина. Хотя обычно меняют один к одному. Обычно даже русские за своих двоих только всего одного дают. А то же самое касается банды кадыровцы. Вот это ЧВК банда кадыровцы. То же самое касается. Сидит экзотический пропагандист украинский и рассказывает нам о том, что за чеченов быстро дают, быстро обменивают. Быстро, наверное, вот это дают. Наверное, поэтому так благосклонны обменивать их. Но это важно. Важно не для Кадырова, заметьте. Кадырову плевать на чеченцев. Абдиалаудинов, например, такой же путинский агент или его человек, он говорит, что да, попал в плен, да, не жалко, не будем менять, нам он не нужен нафиг. А дело в том, что это удар по репутации Путина. Вот, например, обменяли Нужина на одного, на двоих, на пятерых обменяли. Вот такой вот ценный был. Допустим, я говорю. Допустим, обменяли на пятерых. Спасли пятерых украинских военнопленных, которые, конечно же, находятся в тяжелейшем положении. Это просто ужас, в каком аду там находятся люди. Это тоже факт, конечно же. Но нужно понимать, что после того, как ни один вагнеровец не сдался, кто-то удивляется, почему Трамп себя так ведет, почему война затягивается, почему за 3 года, когда предоставили беспрецедентную помощь Европа, Запад, Украине, Украина не может победить. Почему так? Почему так происходит? Весь мир был против нас. Весь мир, в первую войну нас еще немножко поддерживали, морально, на словах, там митинги проводили в своих странах. А в целом никакой поддержки не было, никаких нот протестов, в том числе и Украина не заявляла. Наоборот, украинские военные, отпускники, так называемые, ездили воевать, убивать чеченцев. И вот получается, что Украина не может победить даже при такой помощи. Значит, что-то происходит, значит, кто-то тянет назад, кто-то не дает этой победе осуществиться. Понимаете? Так вот, когда ни один вагнеровец больше не сдался за годы, да, может там один кто-то сдался, в плен как-то попал, по большей части не сдавались. И миф о супервагнеровцах не был разрушен. То получается, эти не сдавшиеся могли убить не пятерых гипотетически отданных за Нужина, а реальных десятки и десятки, а может быть сотни и тысячи людей могли убить. Вот поэтому Украина не побеждает. Вот из-за таких Бутусовых, из-за таких Подоляков, вот из-за этого, из-за вот этих разных Золкиных и как его там, и так далее. Вот почему не побеждает Украина. И это горькая, к сожалению, правда. То же самое произошло с Киргизом Мусихановым. Киргиз Мусиханов, тоже вот живой пример. Нужина убили кувалдой по голове.
А был такой Киргиз Мусиханов, чеченец по имени Киргиз, который получил ранение в ногу и сам добровольно сдался в плен сапером, украинским сапером. Он сидит в машине, есть видео, здесь подробно там есть видеокадры. Точно так же, как из Нужина украинские пропагандисты, которые непонятно на кого работают, ну точно не на Украину, раскрутили Киргиза Мусиханова, сделали его тоже звездой Ютуба. Потом к нему приехал россиянин Ахмед Закаев вместе со своим майором Хусейном Джамбетовым. И они его передали России, Киргиза Мусиханова. Киргиз Мусиханов, который добровольно сдался, который сказал, никто его не заставлял, слава Украине, в машине, когда его эти саперы везли. И фактически подписал себе смертный приговор, но его потом передали, продали, может быть. Приехал Ахмед Закаев, приехал его майор Хусейн Джамбетов. Оказывается, у Мусиханова родственник какой-то там пророссийский, там, не знаю, мент или военный, кто-то там. И строго ставят условия. Или ты возвращаешь человека, который перешел на сторону Украины, или мы тебя здесь будем наказывать. И вот подсуетились, быстренько забрали. Как только передали Киргиза Мусиханова, его обработали. И мы видели видео, я видел видео, оно есть в сети, оно у меня есть где-то в архиве, где он штурмовик, молодой пацан, молодой мужчина, который до своей смерти должен теперь заниматься штурмами. Вот такая вот ситуация. Это только два примера. Про Нужина, про Мусиханова. А сколько таких? Сколько вещей я, например, не знаю, сколько таких подобных вещей, подобных подлостей и вероломств было. А сейчас кто-то удивляется, там Трамп что-то сказал. Так не дают победить, понимаете? Миллиарды долларов, огромное количество оружия, 1 миллион человек под ружьем стоит. И не могут ничего сделать. На каком-то маленьком отрезке участка русские штурмуют, вот это свое мясо отправляют. Такая какая-то договорная игра какая-то, а не война. Русским платят там 1 миллион, 2, 3, чтобы они там контракт подписали. За погибших потом редко выплачивают, но выплачивают. И эти люди просто посылают на убой. Такое впечатление, что утилизация русских идет. Да, за деньги они идут, да, они бандиты, они преступники, но это тоже люди. И такое впечатление, что договорняк. Путин пытается трупами своих людей испугать Украину, Запад, хотя украинцев они вряд ли испугают, но непосредственно Запад уже задумывается, но украинцы тоже гибнут. Сейчас 1030 за прошедшие сутки уничтожено и ранено этих бандитов. Пусть 10 раз меньше, но 100 украинцев погибло. Ну, это же жизни, или получили ранения, там погибли. А там я не думаю, что в 10 раз разница. Вот какая-то вот странность, и когда вот эта странность, и этой странности решили положить конец, все обрушиваются на Трампа. О, Трамп такой, Трамп сякой. Так за все это время оружие не перестали поставлять Украине. Трамп это мог сделать 2 секунды. Деньги не перестали поступать Украине. Наоборот, Трамп сделал так, что он Европу мобилизовал. Сказал, что все, Европа, сама себя защищай, это ваша война. А по факту это европейская война. Америка за океаном находится. И мобилизовались, и теперь, например, наша Германия полностью на стороне Украины. 100%. Понимаете? Вот
такая вот печальная история. Печальная история. Но я вам могу сказать, что у России нет никаких шансов. Трамп никогда не будет за Россию, никаким агентом фашистской России он не является, быть не может по определению. И никаких шансов у фашистской России нет. Просто это займет немножко дольше времени, но Трамп спасает, пытается спасти украинцев, тех, кто воюет, кто настоящие, не продажные, не предатели, а настоящие украинцы. Вот их пытается спасти, потому что без них Украина, да, тогда падет. И такая утилизация идет и этих людей, патриотов, настоящих людей, которые реально борются, реально, искренне борются. Вот такая вот ситуация печальная, к большому сожалению. И нужно будет за это отвечать всем, кто в этом замешан. И если они думают, что они... Знаете, сейчас такой разговор, что уже мы слышим, что Зеленский против, да, украинская сторона против перемирия, там, третье, десятое, какие-то там шаги делаются непонятные. Может, какая-то игра идет, но реально есть все основания полагать, что не меньше Путина, даже Путин, наверное, больше хотел бы остановить войну и выйти из этого. Хотя из этих цепких лап он уже не вырвется. Больше, чем Путин даже, украинская сторона не хочет. Причем я считаю, что Зеленский, которого я очень жестко иногда критикую, находится в такой ситуации, что он не из политики, он из шоу-бизнеса. И он оказался в этой системе, которая КГБ выстраивалась, лет 80. Понимаете? Если не больше. И ему что-то нужно. Он сам находится в такой ситуации. Я надеюсь, что Зеленский как бы готов был бы вырваться из этих сетей, но у него тоже нет никаких шансов. Он будет моментально уничтожен. Моментально. Будет уничтожен, если он пойдет против патриотов настоящих. И будет уничтожен, если он согласится на зачистку внутри Украины. Хотя, я думаю, какая-то работа ведется. Очень надеюсь, что ведется. Так, давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Алейкум, Осман, Машовель. Алейкум. Так, Вайдзи, а у тебя еще другое имя есть, кроме того, что ты этот чистокровный? Это мы поняли. Еще что ты можешь сказать? Алейкум, Абдулазиз. Так, да. Троллятина всякая, да? Троллятина повылазила. Как ты относишься к ГКО и к Низаму 2002, говорит? Комитет государственной обороны не существует больше. ГКО уже не существует. Или существует, я не знаю, там у Закаева, если ты имеешь в виду, там какая-то есть организация, и там есть нормальные люди, то есть наши люди, да.
Низам 2002, я не знаю, что такое Низам 2002. Что значит Низам 2002? Объясни мне, чеченец. Я тебе даже дам возможность сейчас подняться и объяснить мне, рассказать. Это ведь преступление, что они сделали, редактировав Конституцию ЧРИ 92 года. Но смотрите, у нас только одна есть Конституция, и она принята в 92 году. Поэтому каждый раз подчеркивать, что Конституция 92 года, необходимости в этом нет. Конституция Чеченской Республики Ичкерия принята в 92 году, и она одна единственная. То, что ты говоришь, это преступление, ну, я не считаю, что это преступление. Я считаю, что люди, которые воевали, они пытались каким-то образом мобилизовать вокруг себя воинов. Не политиков, не юристов, не журналистов, воинов, которые будут, не жалея жизней своих, драться. Поэтому преступление, каждое, как любое преступление, оно происходит в конкретное время, во времени и в пространстве, как меня учили. И если вы убиваете даже человека по разным обстоятельствам, то всегда суд учитывает эти обстоятельства. Они никого не убили, они пытались мобилизоваться. Да, это ввело сейчас раскол в нас, и это было ошибочное решение, наверное, потому что объединить сопротивление людей не получилось, поэтому фактически, да, какое-то время они еще боролись, но это было так, по инерции все это шло, поэтому толку от этого не было, большого толка не было, да. Большому сожалению. А так, преступления, почему преступления? Люди принимали какие-то решения. Дока Умаров, например, в 2002 году, да, по-моему, Низам был, принимался. Дока Умаров, Аслан Масхадов, там, тогда Аслан Масхадов был президентом, они пытались какую-то ситуацию как-то выровнять, что-то сделать. К большому сожалению, не получилось ничего. Поэтому это никак не влияет. Это военное время, принимаются какие-то решения. Если они противоречат, эти решения, даже решение президента противоречит Конституции, основному закону, то в этом случае они недействительны. Они имеют силы. Во время войны, когда введено военное положение, идет война, какие-то шаги принимаются, какие-то ошибочные. Даже Джохар Дудаев принимал такие решения. Например, когда парламент и Конституционный суд Чеченской Республики Ичкерия пошел против Дудаева, он под горячую руку якобы распустил парламент. Так вот, ему не дали этого сделать. Ему сказали: «Собор дел дукларак. Ты всего лишь президент, ты не имеешь права так делать». И он отказался от своей этой идеи. Президент не имеет права распускать парламент, это народные избранники. Ну вот так получилось. Поэтому мы не должны называть преступлением то, что они сделали. Они сражались, они отдали жизни, и Масхадов, и все, кто рядом был с ним. Многие все, кто были там. Не когда он президентом в мирное время был, если это с натяжкой, конечно, это мирное время можно назвать. Они отдали свои жизни. Все, их книга закрылась. И они сделали все, что они могли. Мы сейчас, обвиняя их в этом преступлении, пытаемся на них там что-то сказать, да? Но на самом деле дело не в том, что сделали тогда Масхадов, они. Дело в том, что сегодня разные сомнительные люди начинают об этом говорить. Для чего они это делают? Для чего? Зачем это делать? Вот вопрос. Для чего? Они не сражались, они не погибали, они ничего не делали. Они сейчас хотят просто власти, наверное, я так думаю. Поэтому как-то так, я думаю.
Доброго времени суток. Доброго вас, да, доброго. Конституция 92-го были редакции. Да, конечно, редакции были. А ты знаешь, что можно вносить редакции, изменения можно, дополнения можно вносить в Конституцию. В Конституции обычно первые 2-3 статьи это самое главное. Это вот главное направление, которое выбирает народ. Народу не рассказывают, какое положение занимает в Конституции, например, Конституционный суд, прокуратура генеральная, например, парламент как себя вести должен. Это все прописывается в Конституции, но народу это не объясняется. Народу говорят, вы согласны за то, чтобы ваша страна была демократической, правовой, суверенной, независимой, Чеченская республика Ичкерия. Демократической, то есть, когда народ, демократус, народовластие, когда. И народ голосует за это. Вот это за что голосует народ. Да, там вся Конституция прописывается, все там другие статьи, все прописывается, и она принимается. Но основное народу объясняют, вот, что ему нужно. Каждому. Не все же юристы, не все могут разобраться, правильно это или неправильно. А то, что он хочет жить в свободной демократической стране, вот его об этом спрашивают. Вот на это отвечает да или нет. Ну, идет и голосует. Вот так все это происходит. Нельзя менять Конституцию, вносить дополнения, не спросив народ, который голосовал за эту Конституцию, по первым статьям. 1, 2, ну, иногда 3 статьи, первые 3 статьи, в которых заложена суть этой Конституции. Их не меняли. Все остальное парламент, который также избирается народом, имеет право вносить. Понимаете? И если мы, например, с чем-то не согласны с этой Конституцией, все должно быть, у нас государство правовое, мы должны делать это в соответствии с законом, с нормами права. Для этого ты идешь, баллотируешься в депутаты, проходишь в депутаты, собираешь вокруг себя большинство, голосуешь и меняешь Конституцию. То есть не первые статьи нужно у народа спросить. И все, вот все, что делается. Понимаете? Если основной закон страны можно вертеть как хочется, то грош ей цена. Яндарбиев еще внес поправки. Да, если вертеть как хочешь, но есть ведь дополнения, которые можно вносить в Конституцию, понимаете? Вот знаете, когда вы задаете такие вопросы, я понимаю, что вы не понимаете, что происходит. Но есть для этого чат GPT. Спросите его, он вам ответит. Имеет ли право парламент путем голосования, законными методами вносить, редактировать Конституцию, кроме первых основных статей Конституции. Вот и все. Все предельно просто. Почему вносилось вот это все? Я считаю, что это было в какой-то степени ошибочным, в какой-то степени тогда. Но все, опять же, определяется временем и местом. Мы все, чеченский народ, то есть избиратели, то есть электорат, сошли с ума тогда под вот этой в военном угаре все находились такая ситуация, которая пропаганда, которая велась. Сейчас мы от нее потихонечку избавляемся от этой пропаганды. И главное, чтобы снова нас не втянули в эту пропаганду, которую нас пытаются опять втянуть, уже в другую пропаганду. Уже все это ваххабисты, исламисты плохие, теперь нужно становиться каратистом, короче, вот так все меняется. Поэтому нужно исходить из того, что было, реально было. Весь электорат сошел с ума, понимаете? Президент у нас был, вокруг себя собрал много российской агентуры и шел в этом направлении, доверял русским,
Шамиль Басаев на митинге говорит, что когда Аслану Масхадову, да, Лазут Обалдольцер, когда ему сказали приехать в Европарламент, Масхадов сказал: я не поеду, я не опозорю Россию. А Россия его убила. Так, на минутку. А его вице-президент Ваха Арсанов, он был других взглядов. Понимаете? И у него были радикальные взгляды. И, исламском направлении. И люди, которые, вот, электорат из себя, мы, то есть все говорили Аслан Масхадову, Аслан Масхадович, цей мацайох модердитивой. Хорошо. Аслан Масхадович, нохчичуа, цей цайохкар. Хорошо. Была вот такая вот ситуация была. И нас готовили, вели ко Второй войне. Мы, к сожалению, попались в эту ловушку. Но попался не только Масхадов, мы все попались. Поэтому одного Масхадова винить неправильно. Хотя он президент и должен был либо не идти в президенты, если не тянешь, либо же нужно было принимать кардинальное решение. В итоге электорат требовал шариата. И тогда, на мой взгляд, я не знаю, чем руководствовался Индербиев, бывший президент, экс-президент на тот момент. На тот момент был президентом еще. Но нужно было перехватывать инициативу. Вот этот электорат, его нужно было как-то взять под контроль. И была внесена поправка в 4-ю статью Конституции, где не затрагивается вообще 1-я статья. Право свободно проживать всем религиям, всем конфессиям не запрещалось. Все это в Конституции осталось. Но нужно было сделать какой-то реверанс в сторону вот этих людей. Это я так думаю, я не знаю, чем руководствовался Индербиев. Ну, что сделано, то сделано. И это не самая главная причина, по которой сейчас мы должны обсуждать. Вот, во всем виноват Индербиев. В радикализации виноват. Нет, не он, не виноват он в радикализации. Радикализации виноваты мы все. Понимаешь? И сейчас, которые говорят про вот эти поправки, вчера были какими-то ваххабистами, там, джамаатами, там, 3-10. Я не был. Я просто, да, разделял взгляд. Мне нравилось, как это все они преподносили. Но я никогда не отходил от своей конституции и считал, что есть конституция, она должна быть. Ну, это я понимал. Но мне нравилось то, что они говорили. Мне не нравилось то, что делал Масхадов. Мне не нравился бардак, то, что у нас был, и порядок они не могли навести. Не нравилось. Как-то так. Как-то так. Так, приветствую, друзья, всех. Так. Аслан, вроде говорят, что Россия без всяких условий согласна на переговоры с Украиной. Да, Путин сказал, что он согласен сесть, когда он видит, что Путин не был бы Путиным, да, если его стопнуть ногой, и если бы он сразу же не втыкал заднюю. Да, начинается. Но опять же, втыкание задней, это не значит, что он пойдет на это. Опять начнет играть. Я согласен на это. Как только госсекретарь США Рубио сказал, что у нас другие дела, если не готовы, не будем. Сразу же, если не готовы к переговорам, не будем дальше все тут заниматься этим вопросом. Но у нас другие дела, сказал Рубио. И сразу же Путин сказал, да, конечно же, давайте пасхальное перемирие. Такой реверанс в сторону сделал. Держит на крючке так, он боится, что они уйдут. Понимаете, для него это жизненно важно, чтобы американцы с ним общались. И внутри страны, потому что внутри страны вот этой всей банды ФСБшно-военной российской есть надежда, что Путин договорится с Трампом, под любыми условиями сохранит вот это учреждение ФСБ. Понимаете? И вот сейчас, когда Трамп сказал, что меня, кажется, водят за нос, что-то мне не нравится, Путину вроде бы мир не нужен. Все, пошли вот такие разговоры.
Ну, вот такая вот. Я, знаете, еще допускаю мысль, что Путин уже давно сдался и полностью подчиняется Трампу. И идет какая-то игра, что Путину нужно вот этих своих вот этих генералов вокруг себя как-то обманывать, давать им надежду, чтобы они его не съели. И вот идет какая-то вот игра, торг и так далее. Может быть и так. Может, ошибаюсь. Посмотрим. Поэтому не знаю, пойдут они на переговоры или нет. Посмотрим. Посмотрим. Так, давайте дальше. Салам всем свободным людям. Салам, брат Аслан. Есть много вопросов. Спасибо за правду. Шалом алейхум, дорогой брат. Витаю тебя. Жду от тебя вопросов, уважаемый. Масадо Або. Да, Ром, я такой. Мне и так хорошо, да. Я заряжаюсь этими стримами. Заряжаюсь. Кстати, ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в убийстве генерала Москалика. Конечно, первого попавшего под руки какого-нибудь там, на чье имя была взята машина, например, или же там где-то рядом стоял, или где-то там звонил, ну, обычно, как обычно. Задержан, говорят, агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 83 года рождения. По данным ФСБ, задержанный имеет вид на жительство Украины. Ну, первого вашего украинца. Или человека, имевшего вид на жительство Украины. Просто связанный как-то с Украиной. Как нам это знакомо, чеченцы, даже? Как мы это знаем? Как людям по 20 лет давали лагерей, концлагерей русских, только за то, что он там рядом стоял, где-то там кого-то подвез, еще что-то там сделал. Вот за это давали. Родственником просто оказался, соседом оказался. Как нам это знакомо? Ни одному слову не верю российским ФСБшникам. Охота давно велась на Москалика, да, ты, наверное, хотел сказать? Ром, а ты мне скажи, а ты откуда знаешь, что она давно велась? Есть основания полагать, что Ярослав Москалик, этнический украинец, мог быть убит русскими спецслужбами. Может, ты в курсе, Деон? Может, ты один из тех, кто давно охотился за Москаликом, да? Поэтому мы не знаем. Украинцы не сказали, что это они сделали. Украинцы так не сказали. Так что мы оставляем поле для маневра, и что это могла сделать российские спецслужбы. Но и работа, конечно же, в этом смысле не в первый раз уничтожаются высокопоставленные генералы общественно опасным способом, кстати говоря. И заметьте, никто не сказал, что это был теракт. Представьте себе, могли пострадать прохожие люди там, и так далее, но никто не говорит теракт. А почему тогда чеченцы, когда что-то совершали, это сразу становилось терактом, подлыми, коварными, вероломными чеченцами что-то совершено? В том числе вот все сегодняшние, большая часть украинских пропагандистов также кричала об этом. О, чеченские террористы. Более того, преследовали, выдавали, убивали, помогали, все делалось. А почему сейчас никто не говорит? Ни американские средства массовой информации не говорят, что это теракт общественно опасным способом совершен. И тогда никто не говорит. Странно. Почему так? А если бы тогда говорили бы, что чеченцы имеют право защищаться, что чеченцы должны получить свободу, то сегодня 1 миллион убитых россиян и
сотни тысяч убитых и раненых украинцев не было бы. Если бы нам дали бы 10% от того, что дали сегодня Украине, мы бы взяли бы Москву, вынесли бы ключи с Кремля тому, кто нам это все дал, и вернулись бы в свою Ичкерию. Но, видимо, это не нужно было. Это было, видимо, не нужно. Алейк салам, Мавидин. Давно тебя не было. Алейк салам. Слава Украине, свободу Ичкерии. Героям слава. Алга, Азербайджан. Мавидин. Так, давайте дальше. Что у нас тут? А вот еще, смотрите, интересная новость. Она прошлогодняя, конечно. Но я ее у себя в Facebook запостил, и Facebook мне сегодня напомнил, 26 апреля я ее запостил, 24 года. «Голос Америки» передает. В США мужчину приговорили к физической кастрации за изнасилование 14-летней девочки, несовершеннолетней девочки. Глен Селливан из Луизианы приговорен к 50 годам тюремного заключения и будет подвергнут физической кастрации за изнасилование девочки-подростка. Помощник, как сообщает People, 54-летний мужчина из Спрингфилда признал себя виновным по 4 пунктам обвинения. Помощник окружного прокурора рассказал, что 3 человека были приговорены к химической кастрации ранее, но это первый случай, когда назначена физическая кастрация. В июле 2022 года офис шерифа округа Ливингстон начал расследование после того, как молодая женщина рассказала детективам, что Селливан несколько раз, ДНК подтвердили, и все доказательства железобетонные и так далее. Скажите мне, если бы это сделали бы чеченцы, то есть кастрировали бы человека, как бы это выглядело бы во всем мире? Значит, вам нужно быть сильным, чтобы продолжать делать. Смертная казнь в Америке существует. Не во всех штатах, но в некоторых. Интересно, да, получается? А вот в Луизиане практикуются вот такие вот методы. Но здесь отмечает CBS News, что мужчина будет кастрирован за неделю до окончания его 50-летнего срока заключения. То есть, когда ему исполнится уже 100 лет, за 100 лет. Так что лучше ему не доживать до этого дня. Но сам факт, что это существует, очень интересно наблюдать за этим. Очень интересно. Так, что еще? Все, я смотрю, вы сегодня без вопроса. Эд, ты куда ушел? Жду от тебя море вопросов. Добрый Мишлях. Возможном повороте в политике США в отношении Украины после встречи американского и украинского президента в Риме заявил представитель парламентской фракции ХДС-ХСС по внешней политике Юрген Харт в интервью газете «Пост». Последние заявления Трампа позволяют предположить, что он теряет терпение по отношению к Путину из-за тактики затягивания времени со стороны Кремля, сказал Харт. По его мнению, США должны увязать свою готовность к миру с дальнейшей решительной поддержкой Украины. Тогда Путин поймет, что ему не выиграть войну против Украины и, надеюсь, сам будет готов заключить справедливый мир, считает эксперт. Готов ли Трамп к изменению стратегии, покажут следующие несколько дней, полагает Харт. Возможно, этому способствует и то, что в США растет скептицизм по поводу уступчивости Трампа по отношению к Путину, подчеркнул представитель ХДС. Вот такие вот дела, друзья.
Я думаю, если бы жестко поставить условия, я думаю, Путин согласился бы. Так, Асан, я слушаю твой стрим, говорит. Хорошо, хорошо это. Так, давайте дальше. Глава МВД Германии ведет переговоры о возвращении сирийских беженцев. Наша главная задача – обеспечить скорейшую депортацию преступников и исламистов, заявила Нэнси Фейзер в Дамаске. По ее словам, это должно быть исполнено как только позволит ситуация в Сирии. Исполняющая обязанности министра внутренних дел Германии прибыла с визитом в Сирию вместе со своим австрийским коллегой Герхардом Карнером. У них запланирована встреча с главой МВД переходного правительства Сирии Анасом Хаттабом. Темы переговоров – ситуация с безопасностью, дальнейшая стабилизация страны, а также перспективы возвращения сирийских беженцев на родину. Германия приняла около миллиона сирийцев, бежавших от гражданской войны и режима Асада. У тех, кто нашел работу, выучил язык и построил новую жизнь, должна быть возможность остаться, заявила министр. Другие вернутся на родину, когда надежда на мир станет реальностью, заявила Фейзер. Вот такие вот дела. Кстати говоря, я думаю, и не только сирийских преступников и исламистов будут отсюда вышвыривать. Стагусо. Асан, что делать, если после деоккупации Чечении русские, живущие в северных районах страны, начнут устраивать сценарий Донбасса? Ну, во-первых, они не будут устраивать сценарий Донбасса, я так думаю. Во-вторых, даже если они устроят сценарий Донбасса, у них не будет сил, понимаешь? Дело в том, что Россия будет раздавлена. Это не просто представление. Здесь такая сила развернулась, что ничего против России, что ничего не может это изменить. Поэтому, когда Ичкерия деоккупируется, у нас есть свои границы. И люди, которые не хотят жить, ну, вы, конечно, теоретически говорите, они не будут устраивать этот Донбасс, если российские спецслужбы там не будут проводить эту свою движуху, то если они будут... У нас есть Конституция, у нас есть границы, да, они не везде определены точно, но я не думаю, что будут эти люди что-то делать. Я думаю, мы всегда договоримся. Если за ними будут стоять российские спецслужбы, да, тогда мы не договоримся. Но российские спецслужбы будут обнулены, как срок Путина был обнулен, вот так же они будут обнулены. Поэтому я не думаю, что будет какая-то вот эта ситуация вообще. Теоретически, что это возможно, я в это не верю. Так, что американцы понимают под фразой «справедливый мир»? Вот это интересный вопрос. Понимания и адекватности от России ждать не приходится. Бортников. У тебя отличная фамилия, я тебе скажу. Бортников. Да? Ты знаешь такую фамилию? Правильно было бы спросить американцев и тот, кто говорит об этом, что такое справедливый мир. Вот это было бы правильно. То, что американцы... Я даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Ну, американцы делают то, за что нужно просто благодарить. Просто благодарить. Спасибо, спасибо. Данкишон нужно говорить. Понимаете? Я просто не понимаю, о чем разговор. Без украинцев никто никаких решений принимать не будет. Миллион вооруженных,
обстрелянных украинцев, да, и пусть их 100 тысяч чего будет, ну, это мощная такая сила. С ней придется считаться и Америке, и Европе, и всем. Поэтому решения принимают украинцы, понимаете? Решения принимают украинцы в первую очередь. А какой будет справедливый мир, американцы? Американцы, я думаю, уже неоднократно говорили. Полная территориальная целостность Украины. Но я полагаю, что с Крымом может произойти что-то такое странное. Я думаю, что Крым перейдет под контроль Турции. Я думаю так. Посмотрим. Позитрон импонирует твой объективный взгляд на происходящее. Дуже дякую. Асан, до какой критической точки дойдут Индия, Пакистан, как думаешь? Я думаю, знаешь, Осман, какие-то странные вещи. Я, конечно, могу ошибаться. Опять я это говорю. Каждый раз это нужно говорить. Но знаешь, какое-то странное такое у меня чувство происходит. Китай и США сперва начинает торговые войны, пошлинские, вот эти тарифные войны с Европой, со всем миром, с кем они торгуют. Потом переключаются на Китай, роняют цены, а потом договариваются на нефть. На нефть роняют цены, а потом договариваются. Цены упали, а с китайцами договорились. Потом раз произошла ситуация между Пакистаном, а это две страны, Индия и Китай, которые являются после того, как на Запад нефть и газ российские перекрыты практически, основным приобретателем являются Китай и Индия. Так вот, сейчас у Пакистана и Индии конфликт какой-то. Совпадение возможно. Но то, что сейчас цена может упасть, и Индия не будет закупать, например, это тоже вполне возможно. Понимаете, если там у них экономикой проблемы начнутся, да, война, военные действия, все же раз и пугаются все вот эти толстосумы. Они же раз свои бабки зажимают. Вот у нас по Германии мы видим. Как только какой-то прогноз, сразу все стройки останавливаются. Или замораживаются на время. Все ждут. Их бабки. Они их не отпускают. Все, подождемте недельку, месяц, два. Посмотрим, что будет. Вот точно так же я полагаю, что и Индия начнет не закупать нефть. И еще нефть упадет. Возможно. Возможно. Поэтому я не думаю, что будет какое-то усугубление. Это две ядерные державы. И что они нанесут друг другу. Причем обе, если пойдут, то пойдут очень далеко. Поэтому я думаю, что они не пойдут далеко. Зачем им это нужно? Я думаю, чуть-чуть сейчас постреляют, еще нефть упадет в цене, и все нормально, все наладится. Ну, не знаю, как будет, не знаю. Не боишься, что тебя самого выкинут домой? Ну вот в этот момент ты пишешь в Россию. Я не живу в России. Я гражданин Чеченской республики Ичкерия. Понимаешь? И домой меня можно выкинуть только в Чеченскую республику Ичкерия. Либо в фашистскую Россию. Нет, я не боюсь. Абсолютно не боюсь. Во-первых, меня не выкинут. Я на 99% в этом уверен. А во-вторых, живым я русским не дамся, дело. Русским спецслужбам имеется в виду. Как-то так дело. Азна, как ты думаешь, это случайно Китай наращивает войска в островах Вьетнама? Также обострение Индии, Пакистан, США подписали большой контракт с Вьетнамом и Индией. Я не знаю, я вот от тебя первый раз слышу. Я как раз перед началом стрима слышал, что Китай там какой-то остров в Вьетнаме, вьетнамский, занял. И не знаю, случайно или нет. Не знаю. У меня фамилия интересная, пишет мне Элихан Бортников.
У меня фамилия интересная, но с тем, кто имелся в виду, мы, наверное, не родственники. Ну, поверим тебе, поверим. Сокращение населения в Азии. Они размножаются в сильном темпе, и это угроза белой цивилизации. Нет, я не думаю, что вот так. Смотрите, на Земле живет 8 миллиардов, да, уже где-то 8 миллиардов человек. 8 миллиардов это вообще ничто для Земли, для человека, для нашей планеты. Это вообще ничто. 8 миллиардов человек могут поместиться на территории только лишь одного Нью-Йорка. Можете себе представить? Впритык их, конечно, нужно поставить всем будет. Сейчас, подождите, меня тут. Так, подождите. Какой-то бред этот ТикТок придумывает. Я должен был этот ползунок подвинуть. Поэтому я не думаю, что кто-то население хочет уничтожить там это, третье, не-не-не, ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы сможем прожить и 100 миллиардов на Земле. Понимаете? 100 миллиардов проживем спокойно. И воды хватит. Да, придется, конечно, соленую океанскую воду перерабатывать и сделать из нее пресную. Но и земли хватит, особенно с сегодняшними возможностями. Так и под землей жить можно, и на земле жить можно, и океан можно завоевывать, отвоевывать у него территорию, которая занимает 2/3, да, 66% общей площади нашей земли. Поэтому нет, я в это не верю. Я в это не верю. Я не исключаю ничего, я просто в это не верю. Так, Правдоруб. Ичкерия финансировалась из бюджета России. Как она могла быть независимой? Ичкерия была отменена до Кумарова. И насчет «живым не дамся, не зарекайся». Да, конечно, Байсангур Биноевский попал в плен. И, конечно, зарекаться я не буду, не знаю я. Но я постараюсь не даться, да, живым. А так, то, что ты пишешь, ну, остальное чушь. Вот с этим можно с тобой согласиться по поводу «не зарекайся». Все остальное чушь твоя, правдоруб. Никакой ты не правдоруб. Ты лжец. То, что финансировалось из бюджета России, ну, какие-то деньги там какие-то выдавались. Может быть, там пенсии вы выдавали нашим людям, которые в Советском Союзе работали, вы обязаны были выдавать. Вы платите пенсии и странам Балтии, кто там живет, пенсионеры, и в Казахстане, везде вы платите. Это вы же правопреемница СССР, как себя называете. Поэтому это так. Отменить Дотка Умаров ничего не мог. Ну, Ичкерию он отменить не мог. Он просто возглавил организацию Имарат Кавказ и продолжил свою борьбу. Поэтому все это то, что ты говоришь, тухта. Откуда деньги у Москвы, говорит? Совершенно верно, хороший вопрос. Отличный вопрос. Китай давно уже в Желтом море у Вьетнама острова отбирает. Ну вот, значит, сегодня немножко все активизировались. Здесь дело в нефти, газе, ресурсов не хватит надолго. В Москве очень много нефти и газа, там золото. Москва всех кормит. Ну, смотри, да, дело газ, нефть имеет значение. Но это не значит, что нужно утилизировать население. Правильно, как ты написал? Нет, будь там страна, у которой много полезных ископаемых, и ее хотят взять под свой контроль, да, это возможно. С этим народом, с этой страной может быть война даже развязана быть. И вот эти все разные там сказки, что там не ради полезных ископаемых, там, нет, все ради полезных ископаемых и личной выгоды, личный звон монет в кармане. Вот что движет. Поэтому, но даже если нефть закончится и газ закончится, а они, скорее всего, еще не скоро закончатся, потому что сейчас только Северный полюс, там льды тают и освобождается земля, а там, говорят, там еще на десятки, если не на 100 лет еще этой нефти, газа, там всего остального есть. Есть еще возобновляемые источники энергии.
том числе и ядерная промышленность есть, и солнечная энергия, и ветряки есть, вот все это имеется. Поэтому человечество, люди, пользуясь, что выгодно сейчас, дешево сейчас, или же нефтяные компании не дают особо развивать там солнечную энергию там, или какую-нибудь возобновляемую энергию, они не дают там продвигаться в этом направлении. Но как только этой нефти не станет, а мы уже многие, да, на электричество пересаживаемся, на солнечные там разные источники энергии, люди найдут. И уже нашли, наверное, может быть, те же самые нефтяные компании не дают этому развиться. Поэтому я думаю, и водород есть, и ядерные установки есть. Ну, все есть, в принципе. Не волнуйтесь, не нужно для этого уничтожать там индийцев и китайцев, вьетнамцев, чтобы белой расе, как ты говоришь, можно было там. Нет, я так не думаю. Факт того, что Ичкерия была на финансировании России, доказан из архива Ичкерии уже. Зачем отрицать? Как он не мог отменить Ичкерию, если он официально об этом заявил? Прекратил Ичкерию и создал новую страну. Ну, Браударуб, то, что ты финансирование говоришь, вы нам должны денег. То, что вы нам отдавали наши деньги, которые вы нам за 70-80 лет задолжали, плюс еще все вы нам разрушили, да? Это как бы это не значит, что мы на финансирование. То, что было, мне не нравится то, что было. При Масхадове то, что было отношение, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне не нравится, я не согласен с этим. Это раз. Дальше ты говоришь, что Докка отменил Ичкерию и так далее. Ичкерия – это выбор чеченского народа. Понимаешь? Мы за это проголосовали, весь наш народ, еще в 90-м году на общенациональном съезде чеченского народа. Потом Конституцию принимали в 92-м году. Поэтому это выбор чеченского народа. Выбор чеченского народа не может отменить даже президент. Даже такой великий воин, как Докка Умаров, он даже не может отменить. Понимаешь? Никто не может это отменить. Понимаешь? Ни американцы не могут, ни русские не могут, ни инопланетяне. Никто не может. Понимаешь? Вот так вот. А про Москву это шутка. Так. На, ты это ему, с ним шутил. Ясно. Так. Пока Путин жив, так все и останется. Тома, дело не в Путине. Дело не в Путине. Дело в террористической банде ФСБ и вообще всей системе, всей структуре российской власти. Это террористическая организация, созданная в 20-х годах прошлого века. И с тех пор они пытались вот распространить мировую революцию, пожар мировой революции под видом коммунизма, социализма, марксизма на весь мир. Потом это все сдохло у них, а обученные кадры во всем мире остались. И так получилось, что они в основном дружили с арабскими, с мусульманскими странами. Не с мусульманскими, больше с арабскими, скажем так. Потому что какие-нибудь другие там азиатские, мусульманские страны, ну, никакого отношения к России, к Советскому Союзу к ним не имели. И потом они просто плавно переделали это вот на исламские, там, распространение исламской революции, вот это создание халифата, вот это все, это чисто идея ФСБ Лубянки. Тут распространение всемирного коммунизма во всем мире просто заменили после того, как их идея коммунизма, она перестала существовать, они распространили эту идею просто уже под другой вывеской. И все это хавают, самое главное, вот что интересно. Понимаете? И вот поэтому нету никаких шансов, Дион, у этой террористической организации Путин будет или другой будет, она будет, эта террористическая организация, пока она вся не будет запрещена, как террористическая, самая опасная организация за всю историю. Леон. Как-то так. Так,
Так, ладно, все, ты уже здесь пропаганду гонишь, я тебя немножко заблокирую. Как Аяд Дига говорит, что ВВП ЧССР давал 5% от СССР. Да, я не помню, но может быть, я думаю, даже не 5%. 5% от того, что у нас забирали. Вот это, да, ты говоришь? Не, от ВВП ЧССР. Давал 5% от СССР. Ну, нет, давал 5% ВВП от всей ВВП СССР. Ну, 5% от ВВП это очень много. На маленькую нашу республику 5% от огромного Советского Союза, мы бы тогда в золоте купались бы. Нет, я не думаю, что так много нам давалось. Нам давалось от того, что у нас забиралось, из этого 5% давалось. Вот это да, вот эту информацию я слышал. Валейк салам, Элиас, Ашуэль. Пишут, что многие страны уже заинтересованы в проигрыше России. Что скажешь? Я полностью согласен, Осман. Весь мир уже полностью разочаровался в России. Россия не только, даже вот сейчас просто оставить, вот вывести войска, например, да, из Украины, или же даже вот по линии соприкосновения вот, остановить войска, оставить и Крым, и все, там, и Запорожье еще отдать. Все равно авторитет России упал ниже плинтуса во всем мире. И его поднять нужно десятилетия. Это уже не изменить никак. Понимаете? Истинное лицо людоеда увидели во всем мире. Поэтому вот эти теракты, которые... Это все уже накоплено, все это уже сделано. Как говорится, уже джина из бутылки выпустили. Обратно его уже туда не запихать. Поэтому у России... Ну, катастрофу Путин сделал России. Не Путин сделал, а русские сделали катастрофу. Потому что вот шли, они могли, можно дальше носа своего смотреть немножко. Но они, наш Путин, там нам денег дает, там туда-сюда. Ну, конечно, их обманывали. Нужно тоже признавать, раз обвиняем, то нужно и смягчающие обстоятельства учитывать. Обман был жесточайший. Тотальная пропаганда на России идет. Тотальная просто. Ну вот, к чему пришли. Это у России катастрофа. У России катастрофа. Просто на десятилетия. Русским будет стыдно, что они сейчас себя так вели. Тем, кто молчал, будет стыдно. Тем, кто, конечно же, принимал участие и непосредственно все это делал, ему еще будет стыднее. Да. Тут один тут смеется, не может, как бы, да, ничего не будет. Да, может, тебе не будет, там, как в начале своего стрима я вот Обаму зачитывал, что не стыдно некоторым. Да, некоторым вам не будет стыдно. Но некоторым уже стыдно, понимаешь? Уже стыдно, что происходит. Вы убиваете людей. Понимаете? Вам это трудно понять, потому что вы лишены вот этого понимания. Вы ответите за все. Просто за все вы ответите. Да, мула. Да, русские давно к этому шли. Уже больше 120 лет они такое творят. Да, совершенно верно. Давно они шли, до 120 лет, там и больше и творят, и еще с царской Россией там и так далее. Ну, тогда, знаете, Россия была сильной, мощной и так далее. А в 91 году ФСБ, которая убивала нас, КГБ СССР, которая нас убивала за то, что у нас там мы не согласны, репрессировала, сажала, преследовала, КГБ СССР сдала Россию Западу. А потом они посчитали, что мы-то себя очень хорошо чувствуем. Все западные политики, везде, во многих институтах международных мы находимся, у нас все нормально. А ну-ка, давайте-ка мы рискнем. И рискнули. Увы и ах. Как это, как ее, старуха из золотой рыбки, остались у разбитого корыта. Но корыто еще не до конца разбито.
Вас ждут такие потрясения, россияне. И вот ваши смешки, которые здесь смайликами вы закидываете, что вам не будет стыдно. Стыдно, может, не будет, но потрясения некоторым. А потрясения будут. И мне жалко нормальных русских, которые там, россиян, которые там у вас находятся. Они все будут, они уже несут это бремя на себе и дальше будут. Хамза, а другое имя у тебя есть, кроме того, что ты мушрик и муртад? Другое имя есть у тебя? Интересно, заходят и представляются такими интересными именами. Ой, куда ж ты делся, дац? Да, Олимпиада в Сочи уже не поможет для имиджа. Нет, Олимпиада, Сочи, это все уже закончилось. Все. Чечено-Ингушетия давала СССР 5% ВВП от всего ВВП СССР. Так Аят сказал? Ясно. Да, это я верю. Да, это может быть вполне возможно. Аят знает, о чем говорит. Чечения могла кормить весь Кавказ в одиночку, говорит. О, да, совершенно верно. Не то, что если 5% ВВП, сколько было тогда? 350 миллионов, по-моему, населения Советского Союза было. Вот, считай, 17,5 миллионов чеченцы кормили. 5%, да, 17,5, по-моему, выходит. Грубо говоря. Россия не дает Чечении и Кавказу развиваться. Только через Москву инвестор может вложить деньги в Чечению. Паспортам РФ нельзя никуда поехать. Да, абсолютно так. В Дагестане был, говорит. Был в Дагестане. Что? Потрясение, смотрите, Артем мне говорит, я говорю, вас ждут потрясения, там, 3-10, уже потрясение. И Артем мне как возражает, задумайтесь над психологией раба. Потрясения у нас всегда были из-за всяких свободолюбивых шавок. Понимаете? Он нас шавками за свободу называет. Это раб был просто. Он ненавидит лютой ненавистью, понимаете? Всех, кто хочет свободы. Молодец, Артем. Я тебя банить не буду. Ты такой хрестоматийный такой раб. Имангали Эржанов, независимости желаю Чечении от казаха. Спасибо, Имангали, спасибо большое. Аллах, Казахстан. Понравилось? Но, как тебе сказать, я был у моря, мне понравилось. Ну так, конечно, провинция провинцией. Я в Махачкале был, ну там некоторые другие места, в Каспийске был. Понравилось, что это мой Кавказ, и все. А то, что там правила дорожного движения не соблюдают или плохо соблюдают, и то, что там грязно и везде мусора. В смысле, и мусора, и мусора. Это не понравилось. А так, конечно же, Каспийское море, красотища, люди наши, все нормально, да. Колени, как колени, говорит. Почему чеченцы голосуют за Путина на всех выборах? Я не знаю, где ты там видел чеченцев голосующих. Там платные разные пророссийские предатели чеченского народа там светятся. А так, напомни мне, когда у вас там выборы были честные? Где у вас там вбросов не было? Просто я не помню, чтобы у вас какие-то... Я был наблюдателем в Москве на выборах в парламент, Государственную Думу и президента вашей фашистской Русни. Так вот, я был в Крылатском на 3 избирательных участках. Ну, сперва на одном, а потом уже, когда Путина избирали, я был на 3 уже. Меня, главное, повысили. Вот,
я бился, я через суд доказывал. В интернете можете найти, кстати говоря. Я единственный выиграл суд в Московском городском суде против избирательной комиссии. Но я выиграл не потому, что суд был на моей стороне, просто там слишком были большие нарушения, и были процессуальные, процесс был нарушен, вот вся система, как голосование. Меня удалили с участка после, на первых, это было, по-моему, 11-й год, по-моему, был, в 11-м году, рядом с моим домом было, и я был прописан, и пошел, и записался в эти добровольцы, и принимал участие. Так вот, я тебе скажу, ну, они пытались вбросить. Я стоял, 2 урны там было. Я не отходил никуда. Со мной был один парень. Извиняюсь, что мне пришлось связаться с коммунистом, но это был такой порядочный парень, честный, идейный парень был. Поэтому мы с ним менялись просто, если нужно где-то отойти, воды попить, там еще чего-то. А так я 24 часа, как говорится, на 7 стоял у этих 2 избирательных урн и не давал туда вбросить. Карусели были, там, меня там угрожали мне, меня на улицу пытались вытащить там, чтобы со мной, ну, как бы, отвлечь меня, чтобы я отошел. Я говорю, вечером с 6 утра, по-моему, до 6 вечера, до 8 вечера были выборы, там участок закрывается, и после этого подсчет идет, все такое. Так вот, меня за 15 минут до закрытия избирательного участка, меня удалили. Вызвали ментов, я не уходил, меня менты вынесли просто. У меня где-то даже видео есть, я все снимал там, и потом в суд пошел и так далее. Так вот, чтобы мне не дать исполнить свой долг, как наблюдателя на избирательном участке, меня удалили. Понимаешь? Понимаешь? Ну зачем ты сейчас тут сказки пишешь? В Москве ниже. Чего ты чушь несешь, а? Какую туфту ты там тут клеишь? Да? Вы убили 30% нас, наших граждан, и мы голосуем за вас. Да ты в свою пропаганду сам поверил, да? Или просто врешь? Понимаешь? Так вот, меня удалили с участка и вброс сделали. И на этом участке Единая Россия тогда, по-моему, была. Она выиграла там с какими-то там баснословными там цифрами у них, как обычно. Вот как-то так было, как-то так. Поэтому о чем ты говоришь? Если в Москве, где все журналисты, все иностранцы в Москве, и то там вбросы делают, ну, наглую просто. Это я просто стойко стоял. Я там стал звездой в Крылатском районе. Я был звездой просто. К мне подходили, все за руку мне здоровались. После этого меня уже все там знали. Поэтому, если это можно сделать в Москве, так беспардонно меня просто полицию вызвали. Не получалось у них меня никак. И они незаконно написали, что я там агитировал за яблоко. Я представлял, я в правозащитной организации состоял, и меня попросил наш председатель правозащитной этой организации принять участие. Ну, я от яблока. Ну, я согласился. И было очень интересно наблюдать. И если в Москве делать, представь, в Чечении, временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, что вы вытворяете? У вас, когда вы голосовали, вы, русские, голосовали за то, чтобы присоединить нашу Чеченскую республику Ичкерия к вашей фашистской Русне в 2003 году, ну, так называемую там конституцию там при Кадырове Ахмаде там уже принимали, тогда полмиллионный ваш оккупационный контингент, прям на БТР, полностью разрушенная республика, полностью, просто там, ты с одного, я не мог, я житель Грозного, я уроженец города Грозного, я там родился, вырос, я там каждый камень знал. От одного края ты другой конец города мог увидеть спокойно, невооруженным взглядом причем.
Так вот, вот в этой разрухе на БТРах просто с пулеметами, с автоматами прикрывали, боялись, приезжали и голосовали. Вы голосовали, оккупанты голосовали за то, чтобы принять конституцию, которую сейчас Кадыровы там называют какой-то конституцией. Вот как вы голосуете в Чеченской Республике, Ичкерия, понимаешь? Зачем ты нам сказки рассказываешь? Сколько в Грозном проживало русских до 94 года? Ну, до 94-го не знаю, в 92-м, 3-м уже немного отток пошел уже людей. Не немного, а даже уже много, потому что ваша пропаганда очень усиленно работала. А ты не напомнишь мне, сколько русских проживало в Мариуполе? Не знаешь? Вот поинтересуйся. Так вы убиваете ваших русских. Мы защищали наших русских. Понимаешь? Наши бойцы погибали, защищая наших русских. А вы убивали наших русских. Ты мне сейчас тут предъявляешь. Вот ты мне сейчас предъявляешь, там, сколько проживал. Ну, там, пытаешься предъявить. Так вот, объясни мне, пожалуйста, почему вы, русские, за убийство десятков тысяч, ладно, чеченцев вам не жалко, вы фашисты самые настоящие, поэтому как к фашистам я говорю, только к своим русским вы должны относиться так. Почему вы не возбудили ни одно уголовное дело, не написали ни одно заявление об убийстве десятков тысяч наших граждан русской национальности, убитых вашей банд-армией, вашим ФСБ, ФСК тогда, в Чеченской Республике Ичкерия? Почему? А сейчас ты спекулируешь этим. Вот вся ваша цена. Понимаешь? Вот ваша цена. Я за этих русских сейчас говорю. Я требую, чтобы отвечали за всех наших граждан, убитых вашей банд-армией. Понимаешь? За это меня ваши русские спецслужбы заказывают, убить хотят, моих родственников пытают, меня угрожают, там, ну, все методы против меня применяются. Понимаешь? А ты мне тут сказки рассказываешь. Ты спекулянт, тебе русских не жалко, понимаешь? Тебе русских не жалко. Тебе нужно просто спекулировать этим. Это самая подлая спекуляция, которая только может быть. Откуда цифра о уничтожении 30% чеченцев? 30% о убийстве 300 тысяч граждан нашей страны сказал ваш губернатор или гауляйтер, для нас он, для вас ваш губернатор Рамзан Кадыров. У него есть информация. Наш президиум правительства говорит о цифре более 250 тысяч, среди которых 42 тысячи детей. Достаточно точно я тебе ответил? Конечно, ваш, а чей он? Наш, что ли, Кадыров? Я его сам спроси, он же говорит, он это Россия, Россия это он. Так, давайте почитаем. Единственное спасение русских, их всех переселить в США, чтобы американцы их водили по штатам 40 лет. Да, может быть, это получилось бы. Только один момент, да. США это не нужно, да. Поэтому они как тот неуловимый Джо. Нафиг никому не нужны, да. Да, Аслан, ты прошел ад в системе фашистской Российской Федерации. Ну, не то чтобы ад, это немножко такая закалка, да. Для нас, для чеченцев, это как-то беспроблемно. Люди фашистской Российской Федерации подобие КНД, зомбированные рабы. Надеемся, пьяный медведь проснется и вынесет Кремль и Рублевку. Сомневаюсь. Сомневаюсь, что проснется. Аслан, повторяюсь, тебя смотрит много украинцев. И отношение к тем гражданам, которые воевали в рядах фашистской Российской Федерации в Ичкерии, а сейчас воюют за Украину. Кто они, герои или преступники? Это ты мне вопрос задаешь или вот тем украинцам, которые смотрят? Наверное, им ты задаешь этот вопрос. Для меня они преступники. Любой человек,
который с оружием в руках пришел на нашу страну, пусть ее называли террористической организацией, пусть ее называли там исчадием ада, как угодно они называли. У нас правовое демократическое государство, на территорию которой пришли любые люди, вооруженные, убивать наших людей. Они для нас преступники. Те преступления, которые совершены в отношении чеченского народа и государства, геноцид, военные преступления, преступления против человечности, они не имеют срока давности. Ни один человек, чеченец это, украинец это, русский это, папуас, не имеет значения. Если они принимали участие в геноциде нашего народа, никогда в жизни мы этого не простим и не забудем. И по возможности всех привлечем. Чеченский Моссад имеется и будет работать по всем людям в рамках закона. В рамках, конечно же, закона, так как мы правовое государство. И да, хотелось бы узнать от украинцев. Украинцы, как вы считаете, тот, кто пришел нас убивать, являются ли они преступниками или нет для вас? Даже если сейчас они воюют за вас. И такой же вопрос вы можете мне задать. Являются ли те сейчас россияне чеченской национальности, которые воюют против Украины? Потом, если они будут воевать за чеченцев, или они воевали за чеченцев, или сейчас воюют за чеченцев, будут воевать в дальнейшем, являются ли они преступниками? Я скажу вам да. Однозначно и 100%. Да, да и еще раз да. Россия сейчас, получается, репарации выплачивает Чечне, говорит Артем. Нет, Артем, Россия не выплачивает. Это нарратив ФСБ, что нам какой-то дань платят, какой-то нарратив. Нет, вы платите своим гауляйтерам и той банд-армии, которая находится на постоянной основе, оккупационной банд-армии, своим бандитам. Чеченцы нищенствуют. У чеченцев тяжелейшее положение, финансовое, экономическое. Уже десятилетия это продолжается. Да, есть какая-то пенсия, там 8 тысяч, 12 тысяч рублей, там бабушки там получают. И все, на этом все заканчивается. Либо в этих структурах нужно быть. Вот и все. Поэтому вы нам репарации не платите. Вы платите своей вот этой банде. Реально, вот вы нас боевиками называли. Боевик это вооруженный бандит. Вооруженный бандит, который ради наживы взял в руки оружие и там что-то совершает. Вот вы нас называли боевиками. Так вот боевиков вы, вот кто вам по духу подходит, вот вы их взяли к себе. Да, среди нас оказались бандиты, вооруженные бандиты. К сожалению, в каждом народе они есть, к сожалению, среди нас они тоже оказались. Вот вы уважаемого интеллектуала, умнейшего человека Дудаева называли бандитом и убили его. А Рамзан Кадыров с 2 классами образования, Рамзан Кадыров, да все вокруг, даже по-русски они ели. Генералы ваши, ментовские там какие-нибудь, там военные, ФСБшные, кто у вас там? Ну, ментовские в основном, у вас военных там практически нет, или вообще нет. ФСБшников тем более, может, нет. Там был Рудник Дудаев, по-моему, генералом ФСБ был. Вот эти люди фактически являются вот вашими генералами и вам подходят по духу, они вам близки, понимаете, вам такие люди подходят. Вот вы их подняли, они у вас есть, да. Есть такое, да, но вы им платите, нам вы ничего не платите. Нам вы ничего не платите. Вы у нас забираете нефть, газ, все, что возможно, вы у нас забираете. Наших людей на войну забираете. Вы нам очень много страданий и горя приносите до сих пор. До сих пор. Но придется отвечать. Придется отвечать. Поверьте, очень даже придется. Так, напоминаю, Ичкерия оккупирована фашистской Российской Федерацией, и военные преступления не имеют срока давности. Абсолютно так, это абсолютно так. Флаги я не уберу, а вот тебя я уберу. Хорошо, что у меня есть, как в том фильме, в этом гостинице я начальник. Есть кнопка, где я вас могу забанить, да? Всего самого хорошего, друзья.
Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless Америка. Вива Грузия. Алга Баку. Казахстан, Азербайджан. Всего самого хорошего, друзья. Аликиваль Маш Ойл. До свидания.